Региональный политсовет Ингушского регионального отделения партии «Единая Россия» провел первое в этом году заседание. Одним из основных вопросов повестки стало обсуждение нового технологического проекта партии, который предусматривает проведение в школах открытых уроков «Мы вместе», разъясняющих ученикам средних и старших классов суть произошедшего исторического воссоединения России и Крыма, а также его значение для судьбы страны. Илес Курскиев продолжит тему. Раз в месяц ингушские единороссы собираются за круглым столом, решают проблемы и обсуждают проекты. И все путем голосования «за», «против», «воздержусь». Членами политсовета Ингушского регионального отделения являются как депутаты Народного собрания, так и просто люди, которые своими убеждениями и своей работой активной помогают нам в постоянном движении вперед. На повестке дня 9 вопросов, 14 федеральных и 3 региональных проекта ждут своего одобрения. Один из главных посвящен Крыму. В школах проведут открытые уроки, конкурсы сочинений и детские рисунки об историческом воссоединении. В числе основных и проект «Кавказская туземная конная дивизия». В этом году ей исполняется 100 лет. Не так давно единороссы вручили награды времен Первой мировой войны прямым потомкам всадников. А отделение партии Малгобекского района предложило установить памятник всадникам-уроженцам своего района. Инициативу поддержали. Был объявлен конкурс на лучший эскиз. Мы приглашаем всех жителей республики от 7 до 70 лет принять участие и присылать творческие работы в региональное отделение партии «Единая Россия» на тему «Кавказская туземная конная дивизия». Там в конкурсе представлены 2 номинации. Первая номинация – это детский рисунок, для того, чтобы потом эти рисунки использовались в иллюстрации, в книге о Кавказской туземной конной дивизии. И вторая номинация – это конкурс на лучший логотип. Все это делается для того, чтобы каждый мог представить свои идеи, свои проекты. И напоминаю, что лучший рисунок получит по результатам СМС-голосования, который также будет проходить на сайте партии «Единая Россия» Ингушского отделения, дорогие и ценные подарки. Станислав Аристов отметил, все мероприятия по случаю годовщины будут финансироваться Роснефтью. В планах выставка в ведущем музее России, моторалли по местам боевой славы, научно-практические конференции и документальный фильм о дикой дивизии. Глава Ингушетии отметил, фильмы о дикой дивизии должны быть не только от Суламбека Мамилова, но и других известных режиссеров России. Если мы говорим по депортации, мы сами занимаемся. Говорим про дикую дивизию, мы сами занимаемся. А здесь надо подключать для этих вещей, таких уже масштабах Российской Федерации, ведущих ученых, историков, сейчас, как Марьям говорит, надо найти таких историков, которые могут красиво написать. Тот труд, который мы написали, это одно, а тот труд, который там в Москве известный историк напишет, известный архивист напишет. Для этого должны быть и хорошие призовые. Не остался в стороне и спорт. В следующем году ингушские единороссы участвуют в федеральных программах 500 бассейнов и строительство фоков. Немногие знают, что в Магасе успешно функционирует бассейн. В нем даже проходят соревнования, а 2 спортсменов готовятся попасть в сборную России. В следующем году бассейн появится в Орджоникидзевском. Оптимальный размер бассейна, по мнению главы, 25 на 16. В этом году должен быть готов фок в Ачалуках, а в следующем фок появится в Яндаре. Особенность проектов: везде предусмотрены условия для людей с ограниченными возможностями. В частности, в конно-спортивной школе, которая появится в Карабулаке, предусмотрены седла для больных ДЦП. Евкуров дал распоряжение: к следующему году должны появиться свои паралимпийцы. Как нам известно, в республике активно проводятся по программе различные мероприятия по доступной среде. Недавно в Икаже был открыт спортивный зал, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями могли заниматься спортом. Вот это тоже одна из программ «Единой России». Завершилось заседание на оптимистичной ноте. Ряды партии пополнились новыми членами. Абдул-Вагап Асканов почти в «Единой России». Его кандидатуру одобрили на голосовании. Впереди дополнительные процедуры по окончательному приему его в партию. Вместе с тем, 6 человек уже официально стали партийцами. Глава республики торжественно вручил им партийные билеты. Илес Курскиев, Рахман Цуров, новости.